с елочками суммарно росла, зимой и летом стройная, зеленая была. В летопись времен вписался и противоречивый 2020. Вся планета со светлыми надеждами перешла в новый 21 год. Вместе и весело его встретили илишевцы. 31 декабря на центральной площади района по традиции прошло народное гуляние «Здравствуй, новый 2021 год». Глава администрации района Ильдар Мустафин поздравил жителей и гостей района с праздником. Вручил дипломы и сертификаты победителям районного конкурса «Новогоднее настроение» среди организаций, предприятий и учреждений района. Также заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Хайртинов вручил победителям телевизионного конкурса «Баек», участницам хореографического ансамбля «Росинки» благодарственные письма и памятные подарки. Артисты районного дворца культуры порадовали зрителей новогодней праздничной музыкальной программы, в завершении которой грянул праздничный салют. Güzel dilekimiz Başkırtistanımızda yoktu hem komatlanmaz kileşegimiz kıyaşlı günlerge pay bulsun. Sıy nimetlerden tabutlarımız kutlansın. Первое утро Нового года самые бодрые и самые стойкие также повеселились во время утреннего концерта. С центральной площади стартовал забег обещаний. Участники новогоднего марафона остались преданными здоровому образу жизни даже 1 января и пообещали себе на Новый год только все самое лучшее. 3 января также было насыщено спортивными мероприятиями. Прошел хоккейный турнир памяти Даниса Разиддинова, соревнования по футболу и многие другие. Рыболовный азарт собрал на льду Гапановского пруда 20 рыбаков, среди которых были и дети, а также 3 представительницы прекрасного пола. Несмотря на сильную метель, рыбалка длилась 1,5 часа. После финального свистка судьи посчитали улов каждого. В итоге чемпионом по зимней рыбалке стал Ульфат Латыпов, поймавший 22 рыбы. Приятно и хорошо. Второе место у Фердуса Мустафина и третье у Мазгута Зиазертинова. В номинации «Самая клевая рыбачка» была награждена Илина Фатхитдинова. Самым юным рыбаком стал Алмаз Латыпов. Самым старшим и опытным признан 79-летний Мазгут Зиазертинов. Настоящей битвой стал конкурс бурильщиков, где участникам предстояло пробурить лунку на скорость, где самым быстрым стал Ильнур Габасов. В общем, в каждый день новогодних каникул илишевцы смогли найти себе развлечения по вкусу. Множество зимних забав, концертов, спортивных игр ежедневно организовывались на площади, во дворах домов, парке культуры и отдыха, в каждом сельском поселении. Работали катки и лыжная трасса. Веселое общение, полезный досуг и позитивный настрой зарядили илишевцев на предстоящий новый рабочий год. И пусть загаданные с боем курантов желания сбудутся, пусть все планы будут реализованы и будет наступивший год счастливым и удачливым. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».